Китайское правительство превратило в туалет одну из мечетей Восточного Туркестана. Коммунистическая партия Китая разрушает святыни и мечети, превратив их в рабочие места, мастерские и бары. По данным информационного агентства Туркестан Пресс, была преобразована в туалет китайской строительной компании для потребностей китайских чиновников, закрепленных за этим регионом. Кроме этого, стало известно, что в деревне была разрушена еще одна мечеть, на месте которой был построен магазин по сбыту сигарет и алкоголя. Профессор института Климонта Миккенни и исследователь немецкого фонда Маршалла Пей Минг Син заявил, что Китаю необходима ясная стратегия для выхода из Восточного Туркестана и отметил, что покидая оккупированную территорию, Китай должен выплатить каждому уйгуру по $14 миллионов в качестве компенсации. В статье под названием «Китаю нужна стратегия, чтобы избавиться от Восточного Туркестана» отмечается, что Китай должен отказаться от своей неудачной политики в уйгурском регионе и сохранить свой имидж, освободив всех узников из числа уйгуров и других тюрков. Также было отмечено, что необходимо немедленно освободить интеллектуалов, мастеров искусства и религиозных деятелей. Миксин призвал Китай уважать культурные и национальные ценности жителей уйгурского региона путем остановки эмиграции из внутренних провинций. По данным «Голоса Америки», выступая перед чешским парламентом в Праге, Майк Помпео заявил, что преследование и заключение миллионов уйгуров в исправительные колонии является пятном столетия. В своей речи Помпео подчеркнул, что Китай угрожает Чехии больше, чем Россия, заявив, что развивающиеся страны Центральной и Восточной Европы должны противостоять угрозе диктаторских государств. Вместо того, чтобы использовать танки и винтовки, Китай использует свою экономическую мощь, которая в корне отличается от Советского Союза. Поэтому мы можем сказать, что справиться с Китаем сложнее, отметил глава Госдепартамента США. По его словам, Коммунистическая партия Китая является глобальной проблемой и наносит большой вред всему миру. Министр обороны Польши Мариуш Блащак совместно с министром иностранных дел США Майком Помпео подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве двух стран в военной сфере. На основе данного соглашения часть американских войск, которые будут выведены из Германии, разместят в Польше со следующего года. Соглашение, которое предусматривает отправку в Польшу еще 1000 солдат в дополнение к 4500 американским военнослужащим, которые в настоящее время находятся в Польше, также дает США доступ к военным объектам Польши и их дальнейшей модернизации. В прошлом месяце Пентагон сообщил, что выведет из Германии около 12 тысяч американских военнослужащих. «17 человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате взрыва бомбы и перестрелки в одном из отелей Могадишо. В столичном отеле на пляже Лидо террорист-смертник совершил теракт с заминированным автомобилем. В результате нападения 17 человек погибли, не менее 30 получили ранения. На место происшествия были стянуты силы безопасности. В ходе поисково-спасательных работ были спасены более 200 человек. Ответственность за нападение взяла террористическая организация «Аш-Шабаб».